Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие раки. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 21 по 27 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события для вас в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И также напоминаю о том, что все-таки это общий прогноз. Вас много, прогноз один. Не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Конечно же, всем спасибо также за просмотры, лайки, комментарии, за добрые слова, за обратную связь. Огромное всем спасибо за донаты. И, конечно же, ставим лайки для обмена энергиями. Итак, раки с 21 по 27 ноября. События. Раки. Так, первое событие буквально же с понедельника у нас будет какой-то союз, либо свидание. Здесь у нас тайное свидание, либо это если в отношениях, либо предложение руки и сердца, либо о чем-то договоритесь, либо договор какой-то может быть жить вместе, допустим, либо у кого-то может проиграться как свадьбы, подписание какого-то договора. Если в бизнесе, то опять-таки это тоже может быть объединение, либо договор какой-то, либо подписываете договор, либо находите какого-то партнера, либо так, что еще у нас там может быть? Либо возвращение на предыдущее, допустим, какое-то место работы, либо возвращение в старый какой-то коллектив, либо на возвращение на старое место пребывания. Допустим, вы съехали, офис съехал откуда-то, а потом опять вернулся туда. Тоже как вариант может быть в работе. Так, ну, подписание какого-то договора может быть, кстати, вот по этой карте. Дальше смотрим. Так, пока что ничего. Пока что ничего. Так, чуть подвину. Дальше смотрим. Метла. Есть конфликт, но такой вот домашний конфликт. Это что-то конфликт дома, раздор какой-то. Так. Встреча. Обман. Может быть, рядом с вами какой-то лицемерный человек находиться. Какая-то хитрость и обман. Решение какой-то проблемы. Все в ваших руках. Вы ее можете решить. Какого-то дела. Дальше. Верность в отношениях, либо верность обещаниям, либо гармония в паре. Корона. Смотрите, обещание вполне возможно, это либо какой-то влиятельный человек,
либо может быть начальник, может обещание от начальника, может быть просто богатый человек, может высокопоставленный какой-то. Либо для вас он очень, ну здесь больше все-таки о влиятельном каком-то человеке, о богатом. Обещание с его стороны, скорее всего. Но опять-таки тут настолько, ну как-то двояко. Обещать-то мы все можем, но есть тут какое-то лицемерие и обман. Дальше мгновенная новость. Очень быстро. Это либо какой-то такой внезапный звонок, либо какое-то внезапное известие. Очень быстрое. Так, и проверяем, что у нас тут еще совпадает. Угу. Так. Здесь вроде нет. Так, это тоже. Это тоже. И здесь. Угу. Дальше смотрим еще здесь. По вертикали. Угу. Так, ну если кто-то что-то еще заметит, обязательно пишите мне в комментариях. Я напишу, что может означать данное совпадение. Смотрите, у нас еще начало недели. Что-то нужно вам делать быстро, поторопиться, либо куда-то будете опаздывать. Возможно, ну да, вот либо поторопиться, либо быстро что-то нужно делать, либо будете прям опаздывать. Так, хорошо, давайте-ка подытожим, что у нас получается. Получается у нас что? Начало недели. Вы либо торопитесь на какое-то свидание, либо нужно что-то делать быстро-быстро, в попыхах что-то. Либо есть какой-то договор, либо договориться жить вместе, либо предложение руки и сердца, либо у кого-то свадьбы. В деловые отношения это у нас подписание, может быть, о чем-то договоритесь с кем-то, либо можете объединиться два, допустим, в одно слияние какое-то, вот два предприятия в одно, либо найдете партнера себе в бизнесе, либо есть какой-то, либо подпишите какой-то договор, как вариант, ну, о чем-то договоритесь. То есть это у нас с понедельника. Но есть у нас, будет еще встреча. Но есть у нас еще тут домашний какой-то конфликт. Есть какая-то ссора. Так. Ссора, но встреча. Встреча с человеком, который, ну, высокопоставленный какой-то чиновник, либо влиятельный человек, богатый какой-то человек. Есть обещание верности, либо просто человек дал вам какие-то обещания. Но не могу сказать, что это, скажем так, этим обещаниям стоит верить, потому что есть здесь какой-то обман. И смотрите, есть у нас в конце недели еще какой-то звонок очень внезапный. Может быть, вы даже его и не ожидали. Вот какого-то человека. И также у нас есть еще решение какой-то проблемы. Может, поссорились и тут же помирились, потому что есть тут у нас такая карта. Поссорились тут же. Либо какое-то решение проблемы. Разрешите какую-то. У вас все получится, все в ваших руках. Так, давайте-ка еще посмотрим, что у нас тут. Совет. Какой нам дадут архангелы совет? Совет. Семерка Михаила. Есть лучший способ, доступный вам. Работа в одиночку. Это не лучший вариант. Проанализируйте все действия. Итак, Луна. Архангел Ханиил, то есть это что-то важное. Возможность усовершенствовать свои планы. Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте ей.
преодолейте свои страхи и станьте сильнее. Вот такой для вас совет. Ну, дорогие мои, вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.